Здравствуйте, ребята! Рассмотрим сегодня с вами тему переместительное и сочетательное свойство умножения рациональных чисел. Если А, Б, С – это любые рациональные числа, то А умноженное на Б равно Б умноженное на А. Теперь выражение в скобках. Скобка А умножить на Б и умножить на С равно А умножить на скобку Б умножить на С. Переместительное и сочетательное свойство умножения позволяют в произведении нескольких рациональных чисел переставлять множители местами и заключать их в скобки любым образом. Сейчас мы с вами рассмотрим пару примеров. Номер 627. Первый пример. В скобках минус 3/7 умножить на 1/4. И умножаем эту скобку на минус 4. Что мы видим, ребята? Мы с вами видим две четверочки. Мы знаем, что их можно сократить. Поэтому применим здесь переместительное свойство. Минус 3/7 оставим за скобкой. То есть минус 3/7 умножим на скобку 1/4 умножить на минус 4. И большую скобочку равно. Итак, сокращаем четверочки. 4 и минус 4. Здесь у нас остается единичка, здесь минус 1. 1/1 и минус 1/1. Получается минус 1. Далее минус 3/7 умножить на минус 1. Мы с вами знаем, что любое число, умноженное на единицу, это то же самое число. Теперь обратим внимание на знаки. Минус на минус нам дает положительное число, то есть плюс. Поэтому в ответе у нас остается 3/7. Все, видите, ребята, как мы с вами просто решили. А если бы мы с вами не применяли переместительное свойство, нам бы пришлось долго умножать, сокращать, далее опять умножать. А так мы с вами просто и быстро решили. Рассмотрим еще один пример. В скобках минус 5,6 умножить на 3/13. И умножается эта скобочка на минус 4,1 равно. Прежде чем начать решать, давайте переведем смешанные числа в неправильную дробь. Минус 5,6. Переводим. 5 у 7 – 35. 35 плюс 6 – 41/7. Минус 41/7. Не забываем про знаки минус. Умножить на 3/13. И умножить, здесь тоже смешанное число, переводим. Минус остается, конечно же, 4 × 3 – 12, плюс 1 – 13/3. Равно. Так, ребята, здесь нам тоже нужно применить переместительное свойство. Почему? Потому что мы с вами видим 3/13 дробь и здесь минус 13/3 дробь. Мы знаем, что их можно сократить. Итак, минус 41/7 мы оставляем за скобочкой, а внутри скобки мы записываем 3/13 умножить на минус 13/3 равно. Итак, сокращаем. 13 сокращается, и троечка с троечкой сокращаются. Мы с вами знаем, что когда положительное число умножается на отрицательное число, у нас остается знак какой? Знак минус. Минус 1 здесь у нас получается. Далее. Теперь у нас осталось, давайте распишем немножечко, минус 41/7 умножить на минус 1. Минус на минус при умножении дает нам положительное число, поэтому мы уже минус не пишем. 41/7 умножить на 1 будет 41/7. И все, ребята. Теперь неправильную дробь мы еще можем перевести. Смешанное число, это у нас получается
5,6. И все. Видите, ребята, когда мы применяем переместительные и сочетательные свойства умножения рациональных чисел, нам гораздо проще.